К другим темам. Помочь пенсионерам купить продукты и лекарства, вывести инвалида-колясочника на прогулку, да и просто поговорить. Их помощь порой необходима. 8 июня в России отмечают День социального работника. О рабочих буднях таких специалистов расскажут коллеги из Нерюнгри. День социального работника Татьяны Корниловой с самого утра начинается с общения с пенсионерами. Каждому нужно позвонить и узнать, нужны ли медикаменты, может быть, закончились некоторые продукты или заплатить за коммунальные услуги. Сама Татьяна признается, что иногда оказывает и некоторую медицинскую помощь, ведь по образованию она медик. Татьяна Исламовна. Всего в Нерюнгринском районе 17 социальных работников. Таких как Галина, у каждого социального работника 10 человек. Каждому выделяют 2 дня в неделю по 2 часа. Достаточно, да, удобно. В плане, в общем, во вторник 2 дня в неделю и в пятницу. За это время работник социальной службы успевает помочь с домашними делами и пообщаться, чего так не хватает одиноким пенсионерам. Люблю ухаживать за бабушками, так же, как я за больными ухаживал, так же за бабушками тоже надо подход иметь, надо разговаривать с ними, общаться с ними. Они очень любят меня, я их тоже очень люблю. В социальном обслуживании населения в последние годы приоритетную роль играет развитие специализированных территориальных социальных служб и различных видов обслуживания инвалидов, пенсионеров и малоимущих. День социального работника является праздником людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях. Но главным в этой профессии всегда будут оставаться человечность и сочувствие. Виктория Харитонова, Дмитрий Горбов, НВК Саха, Нерюнгри.